Кивнете. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Мы приветствуем вас в нашей онлайн-студии, онлайн-ярмарке педагогических идей достижения молодых и я молодой. Присаживайтесь, пожалуйста. Возьмите программку. Сегодня у нас праздник, День молодого педагога. Это большое насыщенное мероприятие, которое мы проводим уже не первый год, когда все молодые педагоги республики съезжаются к нам или онлайн принимают участие, делятся опытом, показывают мастер-классы, смотрят уроки педагогов-наставников. И в этот праздник я хочу предоставить слово Михаилу Юрьевичу Иванову, председателю Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, для приветствия. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. В республике проходит педагогический форум, это такое большое республиканское мероприятие. И не зря молодым педагогам уделяется особое внимание. То есть целый день молодые педагоги будут обмениваться опытом, слушать мастер-классы, повышать свой профессиональный уровень. И для одной простой цели. Перед нами она стоит достаточно остро. Это закрепление молодых кадров Республики Коми. Они есть, они у нас хорошие, но их катастрофически не хватает. Поэтому в рамках этого дня, предоставив слово самим молодым педагогам, мы постараемся выслушать об их идеях, о том, что их волнует. И помимо профессионального роста, еще отдельной темой мы ставим социальные проблемы. По итогам дня мы проводим уже в неформальной обстановке, предоставив слово молодым педагогам, чтобы они рассказали, что их волнует, как им трудно адаптироваться на новом месте работы. Ну и попытаемся вместе выработать какие-то решения. То есть цель у нас одна единственная. Чтобы у нас молодых педагогов было больше, чтобы они чувствовали себя лучше, и у них было четкое понимание, что они могут себя реализовать в отрасли образования, и они не зря пришли сюда на работу, все у них получится и будет замечательно. Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич. Уважаемые коллеги, возможно, кто-то нас сейчас смотрит онлайн, но смогут подойти и на очные мероприятия. В 2 часа у нас будут очные мастер-классы. И затем, как сказал Михаил Юрьевич, у нас будет неформальная еще беседа где-то около 5 часов. Поэтому все, кто сможет сегодня присоединиться к нам также очно, добро пожаловать. Мы всех ждем. Ну и чтобы долго не затягивать приветственные слова, мы сразу предоставим слово вам, наши уважаемые молодые педагоги. Я хочу пригласить к микрофону Александру Максимовну Коневу, учителя начальных классов гимназии номер 6 города Воркуты, с темой «Неурочное занятие лего-конструирование». Пожалуйста. Добрый день, Александра Максимовна. Добрый день. Так, мы вас хорошо слышим, видим, пожалуйста. Сейчас мы подключим презентацию. Секундочку. Видно презентацию? Да, хорошо видно. Все, отлично. Всем добрый день, коллеги. Основа работы каждого педагога – федеральные и государственные образовательные стандарты. Приоритет в них отдан воспитывающей и развивающей функции обучения, которые должны обеспечить становление личности младшего школьника, раскрытие его индивидуальных способностей. В соответствии с требованиями стандартов в процессе обучения в начальной школе учащиеся должны овладеть умениями осуществлять информацию, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации, использовать различные способы поиска, обработки, анализа информации и выбирать наиболее оптимальный путь решения учебной задачи. Поэтому цель моей педагогической деятельности – научить детей самостоятельно мыслить, находить необходимую информацию, выбирая самое главное в ее огромном потоке, научиться решать задачи практического характера,
помочь детям раскрыться и развить творческие способности, научить любить себя и окружающих, быть успешными. Развитие основ инженерного мышления не только является инструментом развития личности, но и позволяет повысить уровень качества образования. В своем выступлении я бы хотела поделиться опытом организации занятий кружка лего-конструирования. Занятия в этом кружке дают возможность педагогу формировать основы инженерного мышления младших школьников. Конечно, прежде чем учить детей, мы учимся сами. В Иркутинской гимназии номер 6, где я работаю, реализуется проект «Малая инженерная академия». Первая ступень в этом проекте – работа кружка лего-конструирования для учащихся начальной школы. Кружок работает в рамках организации внеурочной деятельности. Чтобы включиться в реализацию этого инновационного проекта, я прошла курсы повышения квалификации. Информационно-коммуникационные технологии в работе учителя начальных классов, робототехника «Шаг в будущее». И я систематически участвую в работе интернет-форума doublebrick.ru, форум «Российское сообщество энтузиазмов». Сегодня, обобщая свой первый опыт, я буду опираться на конспект занятия по лего-конструированию «Удивительный крокодил». Цель занятия – формирование основ инженерного мышления учащихся, пробуждение интереса к техническому творчеству посредством создания рабочей модели крокодил. Задачи занятия – актуализировать знания, необходимые для решения технической задачи, формирование умения классифицировать материал для создания модели. Развивать умение выбирать рациональные пути решения технической задачи, умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности и развивать творческое мышление. Создавать условия для формирования у обучающихся представлений о целостной картине мира, воспитывать интерес к окружающей природе и бережного отношения к окружающей среде. Начинаем занятие мы с подготовительного этапа. Его цель – проверить готовность группы к занятию и мотивировать учащихся к активной деятельности. Для этого дети просматривают видеоролик с моделями, созданными на прошлых занятиях. Для вас я приготовила фотографии с моделями, которые были созданы детьми. Следующий этап – основной. Цель этапа – актуализация знаний и определение темы занятия. Во время актуализации знаний используется прием «интеллектуальная разминка». Учитель задает вопросы, основанные на ранее изученном материале. Вопросы вы можете увидеть на слайде. Подводя к теме занятия, был использован прием «Узнай меня». В кабинете развешаны карточки с опорными словами, на основе которой дети могут узнать загаданное животное. Данный прием является приемом технологии проблемного диалога. Применение этой технологии дает возможность учителю подвести детей к определению темы занятия и поставить проблему, наметить ее пути решения. На занятии используется межпредметный подход. Чтобы ответить на вопрос, почему крокодил удивительный, учащимся необходимо опираться на знания из разных предметных областей. Также параллельно происходит решение важной воспитательной задачи – развитие дружеского отношения в коллективе, принятие новых и разных точек зрения. Учитель задает очень важный вопрос – может ли такой непохожий герой чувствовать себя комфортно в нашем классе? Это возможно? И что нам нужно для этого сделать? Основное занятие занимает этап практической деятельности. Его цель – анализ информации для решения учебной задачи, определение ключевых этапов работы, выбор пути решения технической задачи, формирование программы действий. На данном этапе учащиеся работают с технологической картой. Это прием технологии формирующего оценивания. Прием дает возможность проследить свои действия и соотнести их с планируемыми результатами. Технологическая карта на слайде. На этапе программирования собраны модели. Можно использовать индивидуальную форму обучения, которая позволяет проконтролировать знания и умения учащегося в области информатики, оказывая дозированную помощь в соответствии с уровнем продвижения ученика. На заключительном этапе, этапе рефлексии, можно использовать различные приемы. Главное – создать условия для анализа детьми собственной деятельности, которая привела к достижению планируемых результатов и эмоционального отклика на само занятие и полученный результат. На слайде вы увидите вопросы по рефлексии деятельности и один из вариантов эмоциональной рефлексии. Коллеги, сегодня на примере одного занятия я постаралась вам представить возможные подходы к организации внеурочных занятий в кружке лего-конструирования. Результатами систематической работы по развитию инженерного мышления посредством занятия в кружке лего-конструирования являются достижения учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
а также стабильные результаты обучения по предметам математика и окружающий мир, и высокие показатели по итогам выполнения метапредметных диагностических работ тех детей, которые посещают занятия в кружке. Подводя итог, хочу еще раз обратить внимание коллег на то, что формирование основ инженерного мышления в начальной школе решающее значение имеет выбор технологий, а также создание для детей условий, в которых они могут применять полученные умения, в том числе через участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, на образовательных платформах РЭШ или учи.ру, которые направлены на развитие навыков эффективного и быстрого обучения, углубление знаний детей в сфере инженерного образования и робототехники. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо, Александра Максимовна. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте участнику. Большое спасибо. У вас такое ощущение, что уже большой опыт, и даже прямо, судя по вашей презентации, не верится, что вы у нас молодой педагог. Спасибо. Очень приятно и интересно было слушать. Так, коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы. Так, видимо, пока вопросов нет. Благодарим вас, Александра Максимовна, и передаем слово вашей коллеге Алине Александровне Павлухиной, учителю начальных классов гимназии номер 6 города Воркуты, технологии продуктивного чтения. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас подключу презентацию. Минутку. Алина Александровна. Все хорошо, да? Есть контакт, видно презентацию, да? Пока не видно презентацию. Вот теперь видно. Все, да, видимо, техническая неполадочка. Итак, здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Наверное, каждый, готовясь к сегодняшнему выступлению, задавал себе множество вопросов. Чем поделиться с коллегами, о чем рассказать, с чего начать, вообще какую тему выбрать. В итоге я решила остановиться на проблеме, над решением которой бьются не только в нашей стране, но и в большинстве прогрессивных стран мира. И называется эта проблема очень просто – кризис чтения. Современный человек, чем бы он ни занимался в жизни, всегда является читателем. Извлечение необходимой информации из текста, ее преобразование становятся важнейшими умениями, без которых невозможно жить и быть успешными в современном мире. Грамотно читающий человек понимает прочитанное, размышляет над содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное чтение является базой для критического осмысления поступающей извне информации. Развитие мышления также зависит от навыка осознанности чтения, и поэтому развитие осознанности чтения является одной из наиболее актуальных задач современной школы и соответствует требованиям в ГОС начального и общего среднего образования. Мы все понимаем, что интерес к чтению возникает только в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным чтением, и у него развиты учебно-познавательные мотивы чтения. Школьная практика подтверждает, что нелюбовь к чтению и связанные с этим проблемы в обучении, вплоть до потери к интересу к познанию, часто возникают просто из-за неумения ребенка понимать прочитанное. Но что же делать, если традиционные методы уже не приносят ожидаемого результата? Как целенаправленно управлять процессом обучения чтением, чтобы получить максимальный эффект? Ответ очевиден. Необходимо научить ребенка пользоваться книгой, а значит самостоятельно мыслить. Формирование самостоятельной читательской деятельности школьника осуществляется разными средствами. И в нашей гимназии уже много лет педагоги используют в работе технологию продуктивного чтения, разработанную коллективом авторов образовательной системы «Школа 2100» на основе теории формирования типа правильной читательской деятельности доктора педагогических наук, профессора и заслуженного учителя Российской Федерации Натальи Николаевны Светловской. Принципы технологии продуктивного чтения основываются на многолетних научных исследованиях советских и российских педагогов Марины Владимировны Дружининой, Ольги Васильевны Чиндиловой, Екатерины Валерьевны Бунеевой и других. Цель данной технологии – формирование читательской компетенции школьника через целенаправленно организованный поиск информации в прочитываемом тексте. Для достижения данных задач необходимо решение Для достижения данной цели необходимо, извините, коллеги, решение следующих задач, вы их видите на слайде перед собой. Использовать технологию продуктивного чтения я начала, когда мои ученики были первоклассниками, сейчас они уже в 5 классе.
С позиции структуры читательской деятельности данная технология предполагает 3 этапа работы с текстом. Цель первого этапа – развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация. То есть предположение содержания текста по заглавию, по фамилии автора, иллюстрации. А главная задача – вызвать желание у ребенка прочитать эту книгу, то есть вызвать мотивацию. Второй этап – ставить себе цель понимания текста и создания его читательской интерпретации. Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста. Третий этап работы с текстом после чтения предполагает корректировку читательской интерпретации в соответствии с авторским замыслом. Главная задача – обеспечить углубленное восприятие и понимание текста. Все мы знаем, что положительные результаты в обучении можно получить, только соблюдая все этапы технологии, ее методы и приемы. Так я и действовала. Но со временем я поняла, что если дополнять технологии продуктивного чтения другими методами и приемами, ее эффективность не снижается. Хочу поделиться своими методическими секретами. Во-первых, я применяю технологии продуктивного чтения на всех уроках. Эта технология универсальна. Ведь ученику необходимо читать не только литературные, но и, естественно, научные, математические задачи и разные другие тексты. Хочу познакомить вас с одним алгоритмом, которым я пользуюсь при подготовке к уроку. Итак, для начала я выбираю текст, который собираюсь предложить детям на уроке. Потом читаю ее и выделяю 3 уровня информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную. Определяю роль данного текста на конкретном уроке и далее определяю стратегии работы с этим текстом. Работу по технологии продуктивного чтения я сочетаю с методом обучения работе с информацией. Цель этого метода – создание условий для развития учащихся умений осуществлять информационную, познавательную, практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации, а также умение использовать различные способы поиска, обработки, анализа и интерпретации информации в соответствии с учебной задачей. При этом важно провести учащихся через все этапы работы. На примере темы «Человеческие расы». На первом этапе я задаю детям вопросы. Как называется самое большое общество людей, живущих на Земле? Чем похожи и чем отличаются все люди, живущие на нашей планете? На втором этапе проходит работа с текстом учебника и планом исследования. Далее мы анализируем информацию по выбранным критериям, систематизируем ее и представляем обработанную информацию. Очень хорошо технология продуктивного чтения сочетается с использованием приемов обучения смысловому чтению. Кстати, эти же приемы являются приемами активных методов обучения. Я использую синквейны, кластеры, таблицу «Знаю, хочу узнать, узнал». На примере темы по русскому языку «Изменение имен существительных по падежам». В начале урока на этапе актуализации знаний мы заполняем первый столбик этой таблицы, то есть записываем то, что мы уже знаем по теме этого урока. Дальше разговариваем, выясняем, что дети хотят узнать, заполняем второй столбик этой таблицы. А вот третий столбик мы заполняем уже на этапе рефлексии в конце урока. Также использую прием «Читай самому себе». При обучении чтению необходимо сочетать чтение вслух с чтением про себя. Но при этом очень важно, чтобы ребенок читал не спеша. И, конечно, учителю необходимо проверять уровень понимания текста вопросами. Это могут быть вопросы учителя к читателям или читателя к учителю, к другим читателям. Еще один прием – сундучок с секретом. В начале урока я загадываю детям загадку, разгадка которой, как ключик к пониманию темы, будет открыта в ходе урока при работе с текстом, художественным или, естественно, научным. Например, при изучении темы «Биосфера. Живая оболочка Земли» в начале урока я загадала детям несколько загадок о животных, которые живут в разных частях биосферы. И в течение урока ребята, работая с текстом учебника, находят отгадки на эти загадки. Я уже отмечала, что технологию продуктивного чтения в своей работе использую не первый год. И за это время в классе отмечается устойчивая динамика роста не только показателей техники чтения. Обратите внимание, что показатели скорости чтения в первом классе ниже, чем показатель осознанности. Диагностика сформированности универсальных учебных действий, которая проводится 2 раза в год, также подтверждает эффективность использования этой технологии и положительный эффект от использования дополнительных методов и приемов, описанных ранее. Хочу особое внимание обратить на высокий процент выполнения заданий, связанных с чтением и работой с информацией в 3 классе в сравнении с 1. В заключение хочу еще раз отметить.
Правильно сформированные навыки чтения – это мощнейший инструмент дальнейшего саморазвития личности. Подобная работа с текстом не только растит читателя, но и имеет развивающий эффект. Технология продуктивного чтения позволяет выработать правильный тип читательской деятельности, а это, в свою очередь, влияет на общую учебно-познавательную культуру ученика, его способность к работе с информацией, на критичность познавательной деятельности, стимулирует процесс развития коммуникативной компетенции. Свое выступление я начала с проблемы кризиса чтения, и в наших с вами силах помочь преодолеть этот кризис. Читающие люди способны мыслить в категории проблем. Они схватывают целое, выделяют противоречивые взаимосвязи. Они имеют больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеют речью, точнее формулируют и свободнее пишут. Они более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. А разве не о таких выпускниках говорит Федеральный государственный образовательный стандарт? И разве не таких студентов ждут российские колледжи и вузы? Спасибо за внимание, коллеги. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Алина Александровна. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Хочется сказать, что очень ощущается, наверное, и атмосфера вашего образовательного учреждения, вашей организации образовательной. Это гимназия номер 6. Республика знает гимназию номер 6 как сильное инновационное образовательное учреждение. Она является нашей республиканской инновационной площадкой. Она является победителем федерального целевого конкурса в этом году «Инновации в образовании». Ну и мы вам желаем гордиться, да, тем учреждением, в котором вы работаете, а учреждению гордиться вами. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, да. Ну, мы продолжаем дальше. Раз вопросов нет, после завершения всех выступлений можно будет еще подключаться и дискутировать, задавать вопросы. Мы приглашаем Ирину Андреевну Колоднову, учителя начальных классов средней школы номер 1 города Усинска. Так, ну, если у нас такого подключения нет по какой-то причине, да, Ирина Андреевна, возможно, подключится позже, тогда мы предоставляем слово. В нашей студии сейчас находится Ольга Григорьевна Софиева, воспитатель детского сада общеразвивающего вида номер 20 города Усинска. И ее выступление на тему развития речемыслительной деятельности детей дошкольного возраста. Микрофон? Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Софиева Ольга Григорьевна. Я закончила Сыктывкарский государственный университет в 2014 году по специальности логопедия. Но свою профессиональную деятельность я начала как воспитатель в детском саду номер 20 города Усинска. Наш детский сад реализует в своей образовательной деятельности развитие речи дошкольников. Кроме того, наш детский сад является муниципальной опорно-методической площадкой по развитию речи детей и республиканской стажировочной площадкой. Поэтому, когда я поступила на работу, передо мной стояла такая задача найти эффективные технологии, которые бы позволяли развивать у моих воспитанников речь и мышление. Первая технология, которую хочу рассказать, относится к игровой. Это дидактическая игра, геометрическая компания. У вас, наверное, возникает вопрос, как геометрические фигуры могут повлиять на развитие речи. Может, у вас есть предположение? Пожалуйста. Ну, на самом деле вариантов много. Я думаю, они вам пришли в голову, но по каким-то причинам не хотите говорить. При этом хочу отметить, что максимальное приближение ребенка к зрительному образу геометрических фигур и пространственным манипуляциям с ними готовят естественную основу для знакомства в дальнейшем с буквами. Применяя данное пособие, как я уже говорила, для развития речемыслительной деятельности. Так, на основе анализа фигур, их сравнения, у детей идет формирование связной речи, активно пополняется словарный запас. Применяя игру, мы наблюдаем повышение познавательного интереса у детей, а вследствие этого и достижение на более высоком уровне задач в области речевого развития. Для того, чтобы... Ой, я забыла включать, извините. Так, еще разок. Ага.
Выключи. Вот, все. Так. Как я уже говорила, максимальное приближение и манипуляции с геометрическими фигурами готовят основу для знакомства с буквами. Так, как влияет геометрическая компания, наша игра, на развитие речи, вы можете увидеть на слайде. Дети с огромным удовольствием создают фигуры животных, людей, воссоздают дома, улицы. А для того, чтобы ребенок составил максимально развернутый рассказ, созданные детьми фигуры можно поместить в выбранную ими картину. Особенно детям нравится придумывать рассказы и истории с созданными фигурами на фоне тех изображений города, родного города, те же детские парки, городские площади, которые они часто посещают с родителями. А для наглядности я хочу включить вам рассказ одной из наших воспитанниц. Пожалуйста. Однажды мы с папой ходили в магазин и сделали с собой кошку. А кошку зовут Катерина. Мы зашли в магазин, и папа сказал, чтобы купить, что мама написала. Помидоры, огурцы, горох, кукурузу, молоко, лимоны. Потом мы это все купили. И кетчуп, и мандарины. Потом мы пошли на кассу с папой. Кошка сбежала, а потом мы бегали по всему магазину. А оказывается, что она возле двери нас ждала. Дверь автоматическая сама открывается, если кто-то идет. Потом мы пошли на кассу и поняли, если мы всегда понимаем, если кошка... Вот такой небольшой рассказ вы услышали от нашей воспитанницы старшей группы. Придумала она сама, видимо, тоже основываясь на своем опыте, так как тут вот такие простые, на первый взгляд, технологии можно применять для развития связной речи у дошкольников. Еще хочу познакомить вас с одной технологией, которая называется технология предписьма «Конструктор букв». Это по замыслу автора Натальи Николаевны Беляковской. Для конструирования алфавита необходимо аж 94 элементов. Но для совместной деятельности с детьми достаточно по 3-4 каждого элемента. Как видите, в конструкторе 7 различных элементов. Это большой и малый круг, и большой и малый полуовал, и полосы. Так, для того, чтобы изготовить конструктор букв, необходима плотная картонная бумага, можно разных цветов. А для обучения грамоте мы рекомендуем цвета для обозначения звуков: зеленый, синий, красный. Так, условно можно поделить работу с конструктором на 2 этапа. Первый этап подготовительный или графический. С помощью элементов конструктора ребенок младшего дошкольного возраста сначала совместно со взрослым, затем самостоятельно составляет узоры и орнаменты, даже образы животных. Детям можно предложить следующие задания с графическим конструктором. Например, сделай по образцу, закончи узор, найди и исправь ошибку, или же придумай узор на платье для Маши, или сделай по памяти. На втором этапе уже идет знакомство непосредственно с буквами на занятиях по обучению грамоте. И задания с конструктором тоже могут быть самыми разными, от конструирования букв до конструирования слогов и слов с учетом цвета буквы, который обозначает звук. Экспериментирование детей с элементами букв совершенствует дифференциацию букв, схожих по строению. Для этого можно предложить задания типа «Преврати букву А в букву Н», или «Сколько букв можно сделать из тех же элементов, что и букву Г, Б». Вот такие простые по содержанию, казалось бы, на первый взгляд, игры помогают нам развивать у воспитанников речемыслительную деятельность. Спасибо за внимание. Может, есть вопросы? Да, коллеги, пожалуйста.
Большое... Да. Ну, зависит от того, как ребенок пожелает. Можно, если на занятии по обучению грамоте, там, подготовительной группе, то раз в неделю. С детьми дошкольного возраста по их желанию. Они, то есть, в доступном месте находятся. Или же я, например, возьму с собой, там, разложу на столике, кому интересно, подходит ко мне. То есть, ну, у нас же есть такой прием, если уже видим, что интерес теряется, то мы убираем на некоторое время, потом можно опять выставить. Да, большое спасибо, интересно, действительно и занимательно, и заинтриговали нас. Спасибо. Да. Спасибо большое, Конечно, Ольга Григорьевна. Немножко в другом формате я еще принесла заготовки. Еще есть у меня буклет, если будет интересно. Так, шуршать не буду. Да. Ну, как мы понимаем, вы будете у нас еще на очных мастер-классах сегодня выступать, да? Да, ну там немножко другое. Да, ну, можете материалы также приготовить, принести. Я думаю, что там к вам будет много вопросов, потому что, скорее всего, туда придет большое количество педагогов. Хорошо. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Слово передаем Татьяне Вениаминовне Габовой, учителю английского языка средней школы села Старая. С темой создания электронных учебников по английскому языку с помощью Microsoft Word. Добрый день, уважаемые коллеги, организаторы данного мероприятия. Пока готовлю материал для выступления, хочу поздравить вас с праздником, Днем молодого педагога, и с профессиональным праздником, с Днем учителя, который будет уже завтра. Хочу пожелать, чтобы ваши глаза все время горели при ведении урока, занятий, внеклассных мероприятий. Ведь дети – это вдохновение. И дети помогают нам что-то придумывать новое, организовывать и потом это воплощать в своей деятельности. Я учитель английского языка, приехала... чтобы удобнее. Так, сейчас я открою. Так, видно, все хорошо? Я приехала со села Старожевск Кировского района. Я учитель английского языка. Стаж работы у меня 1 год. Вот уже 2-й год, как я работаю. И честно вам скажу, ни разу за этот год я не сказала себе, что я все, ухожу, это не мое, мне нравится. И я думаю, что я буду продолжать вместе с детьми работать интересно, весело и познавательно. Как и любой другой педагог, я считаю, что учитель должен подходить творчески к выполнению своей деятельности. Поэтому я знаю не только английский язык, немецкий, латинский язык, сейчас осваиваю язык китайского языка. Но все-таки коми-язык для меня родной. И на досуге я сочиняю стихи. Вот сегодня хочу рассказать о себе в небольшой стихотворной форме. Типа-щипца остущ. Типа-щиптин ола-выла, ставис дона мементан, нюхшер-юай, лева-керес, чужан-керка, бать и ма. Челядь олем, гажа-кады, а сывочин ческид ол, сывеснай уджес-бори, меден челядь-дыр эзвол. Щурны йоктина мякужа, челядь рады шлоами, аттитай додом ящис и медвича смены е. Он и паса вижит абу, интернет пырставыс ас. Метка комикывлей муса, английской переводный даш. Шилам, йоктам, щерам, октам, Шекспир вещик петкарлам. Сымында эмгажа ворсым, утамыдыс шенжедам. Меткать муса төттем кыв, меткать муса төттем му, некать чем это шобму. Суяр будьте орченло, шорнтанке ингриш сорен. Вот такое небольшое стихотворение. И в данный момент думаю работать над сочинением стихотворений уже на английском языке. Тема моего выступления – это создание электронного учебника. Это как глобальная цель, которую я поставила перед собой. Так, это не то. Что я открыла? Так, подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Вот. Это электронно-методическое пособие. Цель моя в будущем
чтобы это электронно-методическое пособие было как один из разделов будущего учебника. Просмотрев много методических материалов, много учебников, я пришла к такому выводу, что мало обращают внимание на региональный компонент, на ту малую родину, где непосредственно проживает сам ученик. И поэтому данное методическое пособие помогает еще и перенять это на себя. Обычно на уроках английского языка мы изучаем английскую культуру, американскую и все англоязычные страны, а здесь еще идет переход на себя. Как вы уже заметили, с первого слайда учебник написан только на английском языке. Название Faster, Higher, Stronger. Выше, сильнее, быстро. Это девиз Олимпийских игр еще с Древней Греции. Также обратите внимание на оформление, то есть все оформление помогает учащимся проникнуться этой тематикой, и чтобы им было интересно путешествовать по этому учебнику, их встречает символ Олимпийских игр 2018 года «Белый тигр Сухара». Он будет своего рода гидом, который будет помогать что-то пояснять, рассказывать что-то новое и интересное. Как вы уже заметили, вот содержание. Сначала ребята знакомятся со всеми видами зимних Олимпийских игр. Здесь они представлены как картинку, они могут посмотреть, прочитать. Обязательно на русском языке перевод, чтобы тоже лучше уложилось, усвоили. И даже в текстовом варианте. Оказывается, просмотрев материалы, мне тоже было много чего интересного. Существует 15 спортивных дисциплин, и они все делятся на 3 большие категории. Дальше следующий раздел, непосредственно почему написано топ-5 Олимпийских игр. Ведь зимних Олимпийских игр у нас очень много. Но посмотрев рейтинг в интернете по популярности, мы выбрали именно 5. Это у нас хоккей на льду, шорт-трек, лыжи, фигурное катание и фристайл. Именно на основе этих зимних Олимпийских игр и основывается данное электронно-методическое пособие. Дальше непосредственно уже идет знакомство ребят с каждым из этих видов. Какие здесь интересные задания, которые привлекают внимание. Непосредственно идет работа с текстом. Мы знаем, что на уроках английского языка образец всегда у нас должен присутствовать. И здесь этот текст, сразу хочу сказать, что это не просто текст, который скопирован с интернета, он с разных сайтов, с разных источников, но переработан, и какие-то новые слова, которые должен ученик, например, в 7 классе, у них тема тоже есть, зимние виды спорта, должен усвоить, они сюда включены. Тем самым ребятам становится интересно читать текст, они находят знакомые слова и легче запоминать эти слова. Вот такой вот текст. И непосредственно есть задания, они тоже все на английском языке. Например, name the types of short track. Назовите, пожалуйста, какие есть разновидности шорт-трека. Put down your favorite athlete. Напишите, расскажите, кто ваш любимый атлет. Также есть у нас загадки разного рода и задание составить свою загадку. Что детям больше всего нравится, это... не открывается. Дальше, что хочу сказать. К сожалению, не открывается. Здесь еще карточка участника по каждым видам Олимпийских игр. Вот здесь из 5 предложено. Также, что здесь, какие задания интересны? Они знакомятся со стихотворением. Например, Olympic Race тоже посвящен шорт-треку и снимают коротенькое видео. Дальше знакомиться со следующим видом, это фристайл. Здесь они делают, очень любят они филворды, где находят слова. Таким образом они лучше запоминают значение
и уже используют в своей речи. Также не только на уроках английского языка мы читаем тексты и учимся задавать вопрос, также рисуем, например, костюм лыжника, как должен выглядеть, и они могут уже представить свой проект, как бы они хотели видеть лыжника на соревновании. Дальше следующий вид спорта, самый любимый среди детей оказалось, когда я на уроке использовала данный материал, оказывается, очень много у нас любителей лыж. И вот как раз таки вот Athlete Profile Activity, то есть профиль участника. Стоит отметить на то, что мы пытались совместно с учащимися, они предлагали тоже идеи и выбирали своих спортсменов, чемпионов с нашей Коми-республики и с России, чтобы они знали своих участников. Также есть тоже как интересное задание придумать костюм. Фигурное катание, обратите внимание, тоже есть вот карточка атлета. Что включает в себя карточка? Это имя, в каком виде спорта принимает участие, откуда, с какой страны, и количество медалей, которые завоевал участник на сегодняшний день, 2018 год. Дальше. Непосредственно есть различного рода опросы, квизы, тесты, где ребенок может сам себя проверить. Так, и есть тоже загадки у нас. Очень нравится ребятам придумывать загадки. Не только отгадывать, но и придумывать, еще потом они друг другу на перемене разгадывают. Дальше что хотелось сказать. Почему-то у меня вот здесь что-то немножечко все съехало. Но я думаю, ничего страшного. Переход на этнокультурный компонент. Мы все знаем, что село Сторожец находится в 20 минутах от езды до села Большевод. Мы знаем, что у нас есть тоже свои малые Олимпийские игры, Олимпиада. Может быть, кто-то уже слышал, принимали участие. И мы с ребятами тоже подумали, почему бы не назвать назвать свой символ. Вот мы выбрали с ребятами Пера-богатырь, Пера the Hero. He is strong, он очень сильный. Почему сильный? Потому что он любит заниматься спортом, а именно лыжами. И с ребятами мы написали, здесь вот картинки, фотографии есть, поскольку ребята сами являются активными участниками, призерами, победителями. И мы составили небольшой текст для тех туристов, возможно, которые будут приезжать, потому что с 2017 года данное мероприятие уже вышло на международный уровень. И надеемся, что вот этот текст, это описание данного мероприятия, оно будет полезным не только при подготовке к уроку учителям и ученикам, но также всем желающим, те, которые хотят узнать больше. Ведь Олимпиада, она сильно отличается от обычных соревнований на лыжах. Здесь лызи, чем они отличаются, тоже интересные задания. Напишите, например, опишите костюм коми-охотника, то есть какие у него элементы есть, нарисуйте картинку. Дальше представьте себе, что вы являетесь писателем, и вас попросили написать небольшую заметку в газету про вот эту вот Олимпиаду. У вас есть фотографии, вам нужно кратко написать это. И также здесь имеется на последних уже страницах учебного пособия, это гимн. Гимн на греческом языке и английский перевод. Мы с ребятами слушали гимн, пытались тоже разучить, но текст достаточно сложный. Но самое главное, что они прониклись духом соревнований, у них возникло желание тоже, те ребята, которые не принимали участие в Олимпиаде, например, поехать и тоже посоревноваться. Таким образом, подводя итоги вышесказанному, хочу отметить следующее. У меня, как я уже сказала, тема электронные учебники. И вот это электронное методическое пособие, оно может быть как один из разделов учебника. Обычно, проанализировав учебники, например, Кузовлев Лапа, Баранова Джули Starlight, звездный английский, по которому мы сейчас непосредственно учимся, там есть 6 разделов.
Конечно, сложно за 1 год все 6 разделов разработать, но на сегодняшний день уже готов вот этот вот раздел, который посвящается зимним видам Олимпийских игр, и второй раздел посвящен BBC, и непосредственно идет переход на наши коми-каналы. Вот Юрка, переход Коми-Бор. И в дальнейшем, я думаю, что работа будет продолжаться совместно с ребятами, потому что есть желание участвовать, и уже будет представлен свой учебник, где непосредственно можно будет уже не только на уроках английского языка использовать, в качестве как гид, может быть, как репетитор можно использовать, но также всем желающим, интересующимся. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Да, спасибо большое, Татьяна Вениаминовна. Очень интересный ресурс, да, очень творческое выступление. Но я волновалась, поэтому немножечко вот такие. Было незаметно. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, предложения, пожелания, просьбы, поделиться. Я не поняла только, вот у вас один раз прозвучало, например, 7 класс. А вообще вы с каким классом? Вообще можно использовать при работе со всеми. Но лучше, конечно, начинать с 5 класса. То есть для 5 класса этот материал уже тоже подходит, да? Не слишком сложный для них? Нет, нет. Но также мы используем этот учебник в качестве подспорья при подготовке к неурочной деятельности. Очень интересно. Да, спасибо большое. Сторжевская школа также у нас известна на всю республику как крепкое, интересное образовательное учреждение, да, где действительно реализуются порой удивительные проекты. По-моему, вот это один из них. Спасибо. Так, ну что ж, хорошо. Уважаемые коллеги, если у вас, те, кто смотрит у нас онлайн, будут появляться к нашим выступающим какие-то вопросы, вы, пожалуйста, выходите на связь, звоните, задавайте, и мы будем вам отвечать. Так, ну, тогда я предоставляю слово. Приглашаю Екатерину Николаевну Мухину, воспитателя детского сада номер 33 Светлячок города Воркуты, с темой развития логического мышления у детей дошкольного возраста посредством использования ИКТ. Пожалуйста, Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, мы вас хорошо видим, хорошо слышим. Пожалуйста, вам слово. Так, сейчас можно я презентацию включу? Так, сейчас. Сейчас, минуточку. Так, не вижу презентацию свою. Ничего, не волнуйтесь. Так. У меня просто первый раз со скайпом работает, поэтому не могу определить, как мне презентацию включить. Уже видно, да, презентацию уже видно. Это презентация, да? Вот синенькая, да. Вот. Сейчас я, может быть, ее на полный экран сделаю. Ага, да. Вот так видно. Надо режим просмотра включите. Так, сейчас. Презентация. Угу. Вот, все замечательно, мы все хорошо видим. Все, спасибо большое. Добрый день. Я хочу представить вам свой опыт работы по развитию логического мышления детей дошкольного возраста в процессе использования ИКТ. Законом образования в Российской Федерации и в дошкольного образования предъявляют качественно новые требования к дошкольному образованию, одна из главных задач которого – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Развитие логики и мышления является неотъемлемой частью гармоничного развития ребенка. Основными показателями развития старших дошкольников являются освоение системы знаний, накопление их фонда, развитие творческого мышления и овладение способами познавательной деятельности, необходимыми для приобретения новых знаний. Важнейшим представляется развитие умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений, классифицировать, делать простейшие выводы и обобщения.
Приобретенные в результате логические приемы мышления как способы познавательной деятельности необходимы для решения широкого круга умственных задач и призваны служить основой интеллекта ребенка. Развитое логическое мышление позволяет человеку свободно ориентироваться в окружающем мире, продуктивно и результативно осуществлять любую деятельность. Необходимость, а недостаточная сформированность мыслительных приемов снижает эффективность обучения, замедляет развитие познавательных процессов. Поэтому важно уже в дошкольном возрасте особое внимание уделять развитию детей приемов логического мышления. Поиск средств и методов, используемых педагогов в целях развития логического мышления дошкольников, а также знакомство с такими программами, как «Путешествие по компьютерной стране» Зеленской, компьютерные игры в дошкольном учреждении Хазиевой, привело меня к выводу, что введение информационных технологий в программу воспитания и обучения в детском саду является мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребенка и приобщения его к миру информационной культуры. Использование ИКТ при проведении непосредственной образовательной деятельности позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Было бы нелогично не применять уже освоенные детьми ресурсы в образовательных целях. Компьютер значительно расширяет возможности воспитателя в поиске наглядной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Игровые компоненты, включенные в компьютерные программы, активизируют познавательную деятельность дошкольников и усиливают освоение материала. Развитие компьютерной программы позволяет ставить перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и ведущую для этого возраста игру. Конечно, ИКТ дополняет воспитателя, а не заменяет его. Воспитатель должен не только уметь пользоваться современным мультимедийным оборудованием, глобальными информационными ресурсами, но и самостоятельно создавать свои образовательные ресурсы в соответствии с образовательными задачами, особенностями детей своей группы и широко использовать их в своей педагогической деятельности. Поэтому я поставила перед собой цель – создать систему работы по развитию логических приемов мышления у детей дошкольного возраста через логические игры с использованием ИКТ. Но учитывая, что эпизодическое и бессистемное использование ИКТ, как правило, не дает нужного результата, я определила для себя этапы работы и разработала картотеку интерактивных игр с использованием конструктора заданий Learning Apps. На первом этапе я работаю над развитием процесса анализа. При анализе происходит мысленное разложение целого на части или мысленное выделение из целого его сторон действий и отношений. На развитие данного процесса существует множество настольно-печатных игр, большинство из которых нам хорошо знакомы. Но для этого, чтобы привлечь внимание многих моих воспитанников, я предлагаю им поиграть в такие игры, как «Продолжи ряд», «Что отсутствует», «Заполни пропуски» на интерактивной доске или ноутбуке. Так, например, разработанная мною игра в программе Learning Apps «Зимние забавы», она предназначена для закрепления счета, умения выделять детали картинки и заполнять недостающие пропуски. Если что-то не получается, то загорается красный цвет. Если все хорошо, то картинка горит зеленым цветом. На втором этапе я работаю над развитием процесса синтеза. При синтезе происходит мысленное объединение частей, свойств, действий в единое целое. Хотелось бы отметить, что синтезу всегда предшествует анализ. В мыслительной деятельности синтез и анализ тесно взаимосвязаны. Для развития синтеза мне помогают такие игры, как дроби, части целое. Моим детям очень нравится игра «Собери игрушку». В данной игре мы с детьми из разных фигур собираем различные игрушки, предметы домашнего обихода. Далее я работаю над развитием процесса сравнения. То есть я устанавливаем сходство и различия между предметами явлений и их отдельными признаками. Работу на данном этапе мы начинаем с таких игр, как «Найди отличия», «Фрагменты». Так, например, в игре «Найди пару» детям необходимо каждой геометрической фигуре подобрать предмет заданной формой. Когда дети уже с легкостью справляются с заданием в программе Learning Apps, то в качестве усложнения можно использовать не только добавление количества похожих предметов, но и задавать условия. Например, найти предмет с признаками
с несколькими признаками сходства, например, цвет, там, форма, размер. На 4-м этапе я работаю над развитием процесса абстракции, заключающимся в выделении каких-либо свойств признаков изучаемого объекта и представлении этих признаков, свойств в виде самостоятельного объекта мышления. Абстрагирование обычно осуществляется в результате анализа. Именно путем абстрагирования были созданы такие понятия, как длина, ширина, широта, количество, равенство, ну и многие другие. На данном этапе я предлагаю детям поиграть в игры танграм, счет парочки. Так, например, вот подобрать к картинке или к цифре одинаковое количество предметов. Например, игра «Чья тень» также предлагается детям изображение силуэтов. Прошу выделить характерные для каждого животного признаки и найти изображение животного. Для усложнения можно использовать фигурку самого животного и уже на экране найти тень данного животного. Важным этапом является развитие процесса конкретизации. При конкретизации происходит возвращение от мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания. Так, например, всеми известные игры «Что, куда», «Найди по контуру» можно проводить посредством трансляции презентаций. А игру «Простой порядок», в которой ребенок может непосредственно манипулировать изображенными объектами, выстраивать определенную последовательность действий, чтобы определить исходную ситуацию, можно проводить как с использованием компьютера, так и с использованием смарт-доски. На заключительном этапе по развитию логических приемов мышления мы формируем обобщение, то есть мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам. Игры «Когда это бывает», виды транспорта из разработанной мною серии «Объедини по группам» помогает не только учиться выявлять существенные признаки предметов и явлений, но и способствует закреплению времен года, частей суток, геометрических фигур, видов транспорта, ну и многого другого. Учитывая, что внедрение информационных технологий в процесс работы с дошкольниками не ограничивается только использованием интерактивных игр при проведении непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности педагога с детьми, я использую наработанный материал и во взаимодействии с родителями. Например, родителям часто болеющих или просто длительно отсутствующих детей у нас в социальной группе ВКонтакте создана своя группа «Сказка», где я предлагаю изучить пропущенный материал с использованием гиперссылок на разработанные мной игры, что в свою очередь позволяет моим воспитанникам довольно безболезненно включаться в деятельность и после длительного отсутствия они легко включаются в деятельность. На данный момент мной разработана серия мастер-классов для заинтересованных родителей. Таким образом можно сделать вывод, что использование современных информационных технологий является не только эффективным средством развития логического мышления, творческих способностей, формирования личности, обогащения интеллектуальной сферы дошкольников, но и расширяет возможность самого педагога в самопознании и творческой реализации образовательных задач. Спасибо за внимание. Спасибо, Екатерина Николаевна. Очень интересно, познавательно. Подскажите, пожалуйста, у вас интерактивные доски в группах или каким образом у вас дети? Видимо, я прослушала. Сейчас. У нас есть интерактивная доска в кабинете, и получается, я ношу свой ноутбук, то есть использование идет и интерактивной доски на занятии, если это комплексное, и вот индивидуальных заданий, получается, идет использование ноутбука, либо планшет. Большое спасибо. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, есть вопрос. Екатерина Николаевна. Очень интересная тема выступления у вас. Извиняюсь. Действительно, у многих из нас есть или будут детки, да? И мы развиваемся не только в дошкольных учреждениях, но и дома. И хотелось бы узнать, вот я услышала в вашем выступлении, что вы вот этими своими разработками, да, делитесь с родителями своих деток, да? А можем ли вот мы, вот, так как с вами не взаимодействуем, да, где-то вот увидеть ваши вот эти разработки и тоже как бы, воспользоваться ими, да?
Ну, в данном случае сама программа не дает сохранения на рабочий стол как отдельного документа, поэтому копируется просто гиперссылка из самого, так сказать, приложения и уже вставляется как ссылка, ну, в сообщение для родителей. Соответственно, родители проходят по ссылке и открывается сама игра, и уже можно, так сказать, с ребенком дома за компьютером заниматься, поиграть. Довольно Свободно в сети ее найти, ну, как бы невозможно, да? Если есть гиперссылка, то можно открыть и спокойно зайти. Вот. Можно также использовать родителям как самим создателям конструкторов этих заданий. Ну, еще вопрос, видимо, о том, Екатерина Николаевна, вот именно ваши разработки выложены ли где-то в открытом доступе, да? Вот, чтобы То есть другие родители... именно вашим деткам ваших, родителям ваших деток, да, а чтобы, вот, допустим, как бы вот меня заинтересовало, да, могу ли я где-то найти в сети вашу вот эту разработку и воспользоваться, ну, в домашних условиях. Ну, это в еще... сети она не выложена, как я понимаю, да? В самой сети только в группе ВКонтакте, вот, для родителей кидается ссылочки, а так оно только в конструкторе Learning Apps и пока в разработках. Хорошо. Да, понятно, спасибо. Здесь есть еще вопросы. Благодарим вас, Екатерина Николаевна. Большое спасибо, интересно. Вот. Большое спасибо, да. И слово тогда мы предоставляем, продолжаем дальше, Екатерине Александровне Каратаевой, учителю математики школы номер 39 имени Чернова города Воркуты, с темой применения технологии проблемного обучения на уроках математики. Так, ну, пока мы... Также у Екатерины Николаевны коллега Любовь Викторовна Вербицкая, возможно, с одного, да, там адреса. Так, еще раз пробуем набрать 39-ю школу Воркуты. Добрый день, Екатерина Александровна. Здравствуйте. Да, мы Так, вас сейчас. хорошо видим, хорошо слышим, пожалуйста. Хорошо. Всё, секундочку. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Каратаева Екатерина Александровна. Стаж моей работы 1 год. За небольшое время работы в школе я удостоверилась, что учитель сегодня – это специалист, для которого очень важно уметь выстраивать и перестраивать свою работу в соответствии с быстро меняющимися запросами общества. Мы не только учим, но и постоянно учимся сами, постоянно находимся в поиске наиболее эффективных методов, приемов и технологий обучения. Стандарты нового поколения требуют от нас обеспечения развития личности ребенка на основе усвоения способов деятельности. На мой взгляд, для педагога эта задача более сложная, чем обеспечение усвоения определенной суммы знаний, умений и навыков. А следовательно, перед каждым учителем стоит задача – отбор и оптимальное использование педагогических технологий, наиболее эффективно обеспечивающих выполнение требований стандарта. Мне, как молодому педагогу, также приходится каждый день решать эту задачу. Поэтому сегодня я хочу поделиться своим, пусть и небольшим, опытом работы в этом направлении. Основой федерального государственного образовательного стандарта является системно-деятельностный подход, при реализации которого используются следующие технологии. Ежедневно реализую системно-деятельностный подход на уроках алгебры и геометрии, изучая различную методическую литературу, пройдя курсы повышения квалификации, а также прослушав лекцию Михаила Евгеньевича Бешарского, я выделила для себя, на мой взгляд, одну из наиболее эффективных технологий – технологию проблемного обучения. Для достижения наиболее качественных результатов на уроках математики я использую технологию проблемного обучения. Она способствует не только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков,
но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной творческой деятельности, развивает интерес к учебному труду, обеспечивает прочные результаты обучения. Используя эту технологию на уроке, учитель предлагает обучающимся проблемную ситуацию, а они, в свою очередь, при непосредственном участии учителя или самостоятельно, продумывают всевозможные пути ее решения. То есть строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, рассуждают и доказывают. В частично-поисковой деятельности работа в основном направляется преподавателям с помощью специальных вопросов, побуждающих обучающихся к активному поиску ответа на различные части проблемы. Таким образом, при изучении формул сокращенного умножения я детям предлагаю к решению следующие задания, которые они чаще всего решают таким образом. Обращаем внимание на последний пример и пробуем решить его по-другому. Почему в итоге у нас получились разные результаты? И какой из этих результатов будет являться верным? Ученики обращают внимание на знак в последнем примере и понимают, что данный пример решается по-другому, после чего мы переходим к изучению формул сокращенного умножения. Применение данной технологии на уроках геометрии я предлагаю рассмотреть на примере темы построения треугольника по 3 элементам. Теорема неравенства треугольника вводится при изучении данной темы, поэтому предлагаем ученикам построить треугольники с заданными сторонами. Ребята работают самостоятельно и приходят к тому, что построить треугольник во втором случае не получается. У них возникает проблема и вопрос: при каких же условиях существует треугольник? Чертежи, полученные учащимися при решении этой задачи, дают возможность сделать вывод, что каждая сторона треугольника должна быть меньше суммы двух других сторон. Технология проблемного обучения является эффективной и для внеурочной деятельности, так как математика – абстрактная наука, учащиеся зачастую не видят практической значимости в решении тех или иных заданий. Поэтому с целью повышения мотивации и интереса я стараюсь предлагать как можно больше практикоориентированных заданий. Например, такие, как представлены на слайдах. Таким образом, использование технологий проблемного обучения позволило достичь следующих результатов учебной деятельности по алгебре и по геометрии. Всем известна китайская мудрость. В системно-деятельностном подходе категория деятельности занимает одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность. Именно на это, как мне кажется, и ориентирована та педагогическая технология, о которой я сегодня говорила. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Екатерина Александровна. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы предоставляем слово, поскольку вопросов нет, Любовь Викторовне, вашей коллеге, Любовь Викторовна, учитель русского языка и литературы, школа номер 39, города Воркуты. И сейчас, уважаемые коллеги, у нас начинается мастер-класс победителей заочного конкурса «Первые шаги» с рассказом о том конспекте, который был направлен на этот конкурс. Любовь Викторовна, пожалуйста. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас хорошо слышим. Видно меня? Да, видно презентацию, да, все хорошо. Отлично. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В этом году мне посчастливилось принять участие в конкурсе «Первые шаги». И сегодня я хочу поделиться с вами конспектом своего урока по русскому языку. Данный урок проводился в 5 классе. Тема урока – род имен существительных. Тема посвящена Году культуры в Республике Коми и 75-летию Воркутинского драматического театра. На уроке использовалась когнитивная технология, разработанная Михаилом Евгеньевичем Бершацким. Данная технология обеспечивает достижение 4 приоритетных целей.
Помимо познавательного развития учащихся, она формирует информационную компетентность. И если говорить применительно к предметным результатам изучения русского языка, то она способствует адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка. На уроке был использован интерактивный сервис Learning Apps. По типу это был урок повторения предметных знаний, который состоял из определенных этапов. На этапе мотивации учебной деятельности учащиеся знакомятся с картой урока, начинают ее заполнение. Обратите внимание, что сначала дети будут записывать тему урока, а затем уже приступят к выполнению заданий. Задания представлены на экране. Далее на экране появляется несколько слов, которые детям нужно запомнить и записать. Учащиеся делают вывод, что все слова объединены одной темой театра. Тема эта актуальна, так как 2018 год объявлен Годом культуры в Республике Коми, а также в 75-летие отмечает Воркутинский драматический театр. Дети отмечают, что с точки зрения русского языка эти слова еще объединяют и то, что все они являются одной частью речи, то есть именем существительным. Мы вспоминаем с ними постоянные признаки имен существительных. Таким образом, мы подводим к теме урока. Один учащийся выполняет задание у доски, распределяет слова по столбикам. Проверяем выполненное задание. У нас остается одно слово, которое мы не определили ни в один из столбиков. Мы приходим к выводу, что не всегда можем определить род имен существительных. Таким образом, мы формулируем тему урока, записываем ее в карту урока. Спрашиваем у детей, что необходимо вспомнить по данной теме. Дети отвечают, что нужно вспомнить ключевые слова, окончания, множественное число и косвенный падеж. И таким образом у нас получается план, на который мы будем опираться на протяжении всего урока. В итоге мы используем прием методика обобщения. Дети сформулировали цель урока, которую мы оформили в виде плана, и на данном этапе урока были использованы самостоятельная и фронтальная формы работы. На этапе актуализации знаний дети вспоминают ключевые слова, по которым определяем род имен существительных. Она моя, он мой и оно мое. Дети выполняют задание в карте урока. Соединяют слова и определяют род имен существительных. Далее мы знакомим детей с репертуаром Воркутинского драматического театра и выполняем следующее задание. Один учащийся выполняет это задание у доски. Детям предлагается выделить окончание имен существительных и определить род. Сверяемся с эталоном. Учащиеся приходят к выводу, что существительные мужского и женского рода имеют одинаковые окончания. Мы вносим эти окончания в круги Эйлера, которые указывают на отношения между понятиями. Далее учащимся предлагается посмотреть фрагмент кукольного представления. Их задача во время просмотра записать два имени существительных во множественном числе. Проверяем, какие слова записали. Делаем вывод, что для того, чтобы определить род имен существительных во множественном числе, нужно поставить это слово в начальную форму. Затем учитель говорит, что драматический театр – это один из основных видов театра, который включает много жанров. Предлагает ознакомиться с некоторыми из них. Далее мы возвращаемся в начало урока. Спрашиваем, какое же слово вызвало у вас затруднение. Дети отвечают, что это слово «пастораль». Мы определили, что это жанр театрального искусства. А чтобы узнать, чем этот жанр отличается от других жанров, предлагаем учащимся выполнить задание номер 6. Нужно найти все имена существительные и определить их род. Проверяем, что у нас получается. Спрашиваем у детей, что помогло определить род этого слова. Дети отвечают, что им помогли определить род имени существительного рядом стоящие слова. Это последнее и была поставлена. Дальше мы задаем вопрос детям, а какими еще способами мы можем узнать род имени существительного? Дети отвечают, что можно посмотреть в толковом словаре, либо спросить у учителя. В итоге на этапе актуализации знаний учащиеся выполняли задания на поиск суждений, изображение связи между понятиями с помощью кругов Эйлера.
На данном этапе урока были использованы такие формы работы, как самостоятельная работа у доски с проверкой и взаимопроверкой. На этапе информации о домашнем задании, рефлексии проверяем, все ли пункты плана мы выполнили. Даем домашнее задание на выбор. И в конце детям предлагается побыть актерами и озвучить картину. Каждому ученику достается своя роль. По итогам заполнения карты урока у учеников получились памятки. На уроке были сформированы следующие универсально-учебные действия. Ну и данная разработка может быть использована на уроках русского языка. К уроку прилагается интерактивная презентация и раздаточный материал, который вы можете найти на моем персональном сайте. Ссылка есть на экране. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Любовь Викторовна. Большое спасибо. Следующий год в России также объявлен годом театра, так что, скорее всего, ваша разработка будет пользоваться популярностью. Так, коллеги, если есть вопросы к Любовь Викторовне. Так, вопросов нет, благодарим вас и приглашаем тогда следующего выступающего, Ольгу Александровну Микелевичени, преподавателя русского языка и литературы Воркутинского политехнического техникума, с темой также о конспекте победителя конкурса «Первые шаги». Добрый день, Ольга Александровна. Добрый день. Так, мы вас хорошо видим, слышим, пожалуйста. Минуточку, я выведу на экран. Я прошу прощения, я не знаю, где здесь демонстрацию нашла. Ничего не видно, да? Так, ну мы видим сейчас вас. Ага, так видно? Ну там вам написали, подсказали. Пока мы не видим презентацию, мы видим вас. Ага, так, тогда минуточку. У вас там должно было сообщение прийти. Внизу есть такая кнопочка. Ага, да. Видимо, нашли ее. Так, все, да, ваша презентация загружается. Вот мы видим. Так, я ее включаю. Добрый день, коллеги. Фонит, да, я так понимаю, нужно выключить. Ну, у нас чистый звук. Можете продолжать. Мы вас очень хорошо слышим. Хорошо. Добрый день еще раз, коллеги. Меня зовут Ольга Александровна. Я преподаватель русского языка и литературы в Воркутинском политехническом техникуме. Стаж работы у меня всего 1 год. 2-й год я работаю. Свой конспект урока как проект я отправляла на заочный конкурс в номинации «Современное занятие в системе профобразования». Вот я его вам представляю. Конспект урока, это был открытый урок, называется «Предлог как служебная часть речи». Урок был разработан для студентов 1-го курса группы повар-кондитер на базе 9 классов. Цели и задачи были определены с учетом программных требований и содержания учебного материала по дисциплине. Сам урок представлен по типу открытия нового знания, поэтому были выделены 2 методические цели. Это деятельностная и содержательная. Деятельностная позволила формировать умение студентов применять новые знания в рамках изучаемой темы, а содержательная расширить эти знания за счет включения в нее новых элементов. Ну и в соответствии с этими целями были запланированы результаты предметные, личностные, метапредметные. То есть студенты после изучения темы смогут определить в тексте производные и непроизводные предлоги, научатся отличать на письме производный предлог от других частей речи, ну и так далее. Ну и также вместе с результатами были запланированы универсальные учебные действия. Это личностные, регулятивные, познавательные. Оборудование и технические средства оснащения, которые использовались, это презентация самого урока, медиапроектор, все, что нужно, доска, индивидуальные карточки задания для студентов и методическая разработка, моя личная, я в конце презентации я ее вам покажу. В самом начале урока тема закрыта на доске. Единственное, что студентам предложено, написаны следующие слова были на доске, это в, на, под, и
здесь выдвинута была проблема определить слова, какой части речи написаны на доске. Студенты определяют самостоятельно, озвучивают вслух, что это предлоги, ну и после этого озвучивается сама тема занятия и открывается. И сразу же было предложено студентам задание именно по озвученной теме. Студенты выполняют ее индивидуально на карточках. Я вам сейчас продемонстрирую вот это задание. Значит, нужно было им выбрать из предложенных в скобках слов только одно и подчеркнуть выбор. После того, как они это сделают, была организована самопроверка выполненного задания. Я ее часто организую, либо самопроверку, либо взаимопроверку. На экране у студентов был эталон, чем сравнить. Вот. И, как выяснилось, по результатам вот этой самопроверки очень много ошибок было допущено. Даже если студенты выбирали правильный вариант ответа, они не могли объяснить, почему они выбрали. Кто-то интуитивно, в общем, ответа не было. Таким образом, все это подводилось к тому, что недостаточность знаний – это причина большого количества ошибок. Вот была такая мотивация с приемом рефлексии. И после этого уже следующим этапом была совместная работа по составлению схемы кластера по этой теме. Составляли вместе со студентами. Я писала на доске, по возможности кратко. Студенты более подробно все это записывали в своих рабочих тетрадях. Причем составление схемы кластера постепенно все это происходило, и я всегда стараюсь использовать на уроках такой... То есть я не даю им готовых ответов и информации, я всегда задаю им вопросы. То есть пытаюсь вытащить то, что они помнят, возможно, с курса школы, то есть чтобы они формулировали ответ сами. Вот таким способом мы постепенно заполняли вот эту схему кластер. И в процессе заполнения я обратила их внимание, вернула их внимание к выполненному заданию в самом начале урока и наводящими вопросами подвела к тому, что очень важно уметь отличать на письме производные предлоги от других частей речи, чтобы правильно их написать слитно или раздельно. Дальше дополнение идет информации, новой информации, это правило слитного раздельного написания производных предлогов, и студенты добавляют это в свой кластер. Далее, после подачи новой информации, следующим этапом идет закрепление полученных знаний. Студентам было предложено выполнить задание дифференцированного характера. 4 варианта сложности. Покажу вот это задание на 3. Да, здесь работа с текстом, выписать производные и непроизводные в табличку из текста. На 4 раскрыть скобки заданием, причем критерии оценивания они видят. Задание на 5 уже раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы. И если эти 3 задания на работу с текстом, то еще одно задание на 2 5, это творчество характера, это более сложно, повышенной сложности. И студенты сами выбирали, исходя из желаемой возможной оценки за выполненное задание. По факту же получилась такая ситуация. Студенты, которые, стабильная средняя оценка, у них 3, выбирая задание на 3, я им предложила попробовать свои силы и все-таки на 4 выбрать задание. Студенты согласились, и все достаточно успешно справились. Троек не было, да. Все на 4-5 студенты сделали задание, что им самим даже понравилось. И вот это финальный этап урока, я его тоже периодически использую. Карточки с фразеологизмами были выданы студентам, для того, чтобы они охарактеризовали свою работу на уроке. Выбрали 3 фразеологизма, какие посчитают нужными. И вот такая структура урока позволила задействовать всех студентов группы во время практической части. И поставленные цели, запланированные результаты были достигнуты в полном объеме. Также в полной мере были достигнуты практические цели и задачи урока, поставленные перед студентами, а именно они выполнили все задания, дали самооценку своей работе,
подвели итоги, сделали выводы на основе результатов как на начало урока, так и по его завершении. И вернуться нужно обратно. Видеорежим. Выключить просто демонстрацию, да? Мы вас видим, продолжайте, пожалуйста. Я хотела показать такое эхо. Ну, включилась у вас презентация. Ага. Сейчас я это выключу. Угу. Вы меня видите? Мы видим вашу презентацию. Или какое-то окно для презентации. Так, а вернуть... Наверное, вам ее необходимо выключить демонстрацию экрана, да? Да, выключите. Вот, теперь мы вас видим. И что еще хотела показать. В качестве домашнего задания студентам я предложила обратиться к моему электронному кабинету, где находится моя методическая разработка по теме служебной части речи. Здесь все и предлоги, и частицы, и союзы. Что из себя она представляет? Это небольшой теоретический материал, самое основное, и задания по каждой теме, опять же, дифференцированного характера, от простого к сложному. То есть студенты домашние задания выполняли именно по этой методической разработке. Но она же использовалась как вариант для самоподготовки. У меня все, коллеги. Спасибо. Большое спасибо, Ольга Александровна. Интересная технология самооценки вам представлена, коллеги. Если есть вопросы, пожалуйста. Вот у меня, Ольга Александровна, спасибо за интересное выступление. Вот как раз-таки по поводу системы оценивания, фразеологизм. Можете привести пример какой-то? Вот, очень интересно. Еще раз. Ага. Пожалуйста, еще раз задайте вопрос. Ага. Значит, мне очень понравилась система оценивания, то есть как они оценивают свою деятельность, что они успешно сегодня сделали на уроке, может где-то что-то надо еще подтянуться. Вот вы сказали, фразеологизмы использовали, можете привести какой-то пример? Фразеологизм? Да, да. Не ударил лицом в грязь, сломал голову, был ни рыба, ни мясо, находил расположение. То есть порядка 10-12 студентам нравится. Они хихикают, выбирая фразеологизмы. Такая немножко разрядка получается в конце урока. Вот из таких простых. Я периодически, независимо от темы урока, использую вот именно этот момент, выбор фразеологизмов. Спасибо большое. А еще можно вопрос? Да, конечно. Перед тем, как оценить себя, дети, как вы как-то детям объясняете, понять вообще фразеологизм, или дети уже знают смысл этих фразеологизмов? Да. Но не всегда. Да, конечно. Тема психология уже пройдена в начале где-то курса, и поэтому уже они знают значение этих фразеологизмов. То есть со знакомыми фразеологизмами вы прорабатываете детальный век? Да, совершенно верно. Большое спасибо, Ольга Александровна. Благодарим вас за выступление. Спасибо. Спасибо. И слово передаем Ирине Игоревне Багиной, учителю начальных классов средней школы номер 13 города Воркуты. Также конспект, направленный на конкурс «Первые шаги», Ирина Игоревна стал победителем. Пожалуйста, Ирина Игоревна. Так, ну, пока мы ждем Ирину Игоревну, хочу рассказать, уважаемые коллеги, что сегодня будут у нас еще очно показаны мастер-классы победителей, и всех приглашаем в 2 часа к нам в 103-ю аудиторию посмотреть как раз мастер-классы победителей этого конкурса. Так. Ирина Игоревна. Так, что-то какие-то заминки.
Ирина Игоревна, добрый день. Мы вас пока не видим и не слышим. Слабое подключение, к сожалению, нам показывает экран. Так. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Игоревна. Теперь мы вас видим, слышим, все замечательно. Пожалуйста, вам слово. Секунду. Так, вы хотите презентацию, да? Да, я хочу презентацию. Да, демонстрацию экрана вы включили, открывайте презентацию. Скажите, пожалуйста, меня сейчас видно? Да, презентацию хорошо видно, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Багина Ирина Игоревна. Я являюсь молодым специалистом и второй год работаю в муниципальном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа номер 13 города Воркуты. В младшем школьном возрасте идет активный процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, переживаний, развития способностей и интересов. Отзывчивость и восприимчивость являются важнейшей особенностью учащихся. Общение с природой вызывает у детей эмоциональный отклик, так как она своей яркостью, многообразием, динамичностью воздействует на все чувства. Но в то же время есть дети, которые относятся к природе потребительски, жестоко, ловят насекомых, разоряют муравейники, птичьи гнезда, рвут без нужды растения и цветы. Это говорит о сложности взаимоотношений детей с природой. Очень важно приучить детей восхищенно уважительно смотреть на все, что растет, цветет, движется, с тревогой и переживанием воспринимать факты грубого отношения к природе. Поэтому я хотела бы представить вашему вниманию методическую разработку «Викторина по окружающему миру» во 2 классе «Путешествуем по природе». Данная разработка предназначена для подготовки и проведения викторин по окружающему миру во внеурочное время. В ней отражена методика проведения викторин. А именно, понятия и признаки викторины, цели проведения, требования к содержанию, основные этапы подготовки и проведения викторины, которые в данный момент вы видите на слайде. Проведение мероприятия внеурочной деятельности направлено не только на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но и в первую очередь это достижение личностных и метапредметных результатов. В разработке также представлен один из вариантов внеурочного занятия. Предложенные задания ориентированы на учащихся 2 классов. Они подобраны и разработаны с учетом возрастных особенностей детей. Викторина проходит в виде игры, разделенной на 4 этапа – станции. Помимо основных заданий, в ней содержатся также резервные задания, которые педагог может использовать в том случае, если у команд будет одинаковое количество баллов. Внеурочные мероприятия можно проводить как на одном классе, так и на параллели 2 классов. Викторина была разработана и проведена в апреле 2018 года на своем 2 Б-классе в рамках предметной недели учебного предмета «Окружающий мир». Первая станция нашей викторины – «Царство растений», на которой учащиеся разгадывали загадки, составляли слова из слова «природа», записывали названия листьев и плодов различных деревьев и кустарников и выполняли другие задания. На 2 станции «Царство животных» учащиеся продемонстрировали знания о представителях птиц, зверей и насекомых, соревновались в изображении сюжетных картин. На станции «Царство грибов» учащиеся вспоминали правила сбора грибов без нанесения им вреда, а также играли в игру «Собери лукошко», во время которой представителям команд за 30 секунд необходимо было собрать максимальное количество съедобных грибов. На следующей станции в результате выполнения заданий экологической направленности учащиеся сформулировали понятие «экология» и самостоятельно составили правила сбережения природы. На заключительном этапе викторины были подведены итоги, вручены грамоты победителям и призерам. Проведение викторины способствовало развитию познавательного интереса к данному предмету, воспитанию бережного и ответственного отношения к природе, систематизации приобретенных на уроках окружающего мира знаний, развитию метапредметных результатов, в особенности коммуникативных и личностных универсальных учебных действий. Представленные в данной разработке методические рекомендации могут быть использованы учителями начальных классов
при подготовке внеклассных мероприятий по окружающему миру и другим предметам. Спасибо за внимание, я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо, Ирина Игоревна. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Так, вопросов нет, все понятно, интересный конспект, интересные игровые формы. Благодарим вас за вашу работу. Так, до свидания. Да, мы передаем слово последнему участнику нашей онлайн-конференции, онлайн-ярмарки. Это Елена Павловна Михейкина, воспитатель детского сада номер 53 «Радость» города Воркуты. Так, Елена Павловна. Так. Угу. Елена Павловна, добрый день. Да, добрый день. Мы вас хорошо видим, хорошо слышим, пожалуйста. Очень хорошо. Я могу выступать, да? Да, конечно, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю вашему вниманию свой дизайн-проект группы, а также постараюсь передать опыт работы по его созданию. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что тематика проекта меня очень заинтересовала, потому что я, как и каждый воспитатель, думаю, конечно, о том, как сделать группу удобной, безопасной, интересной и уютной для детей. Вот. Мы всегда об этом думаем, но, к сожалению, не всегда у нас есть время и возможность для этого, поэтому очень благодарна организаторам конкурса за такую животрепещущую тему, и, собственно, благодаря этому я смогла сделать первые шаги в этом направлении. Вот. Проект, который я делала, он, собственно, основывается на группе, в которой я работаю, поэтому он вполне применим к реальной жизни, а также некоторые идеи и предложения из моего проекта, они могут быть использованы также и в других группах детских садов. Поэтому, если мой проект будет полезен также моим коллегам, я, конечно, буду очень рада. При работе над проектом я старалась учитывать требования в ГОС, а также основные положения системы комплексного оценивания качества образования шкал Эккерс. Вот, группа моя рассчитана на 24 человека, площадь группы 49 метров в квадрате. Программа, с которой я работала, называется Homestyler, она работает онлайн. Программа эта бесплатная, поэтому она абсолютно доступна при наличии, естественно, компьютера или ноутбука и выхода в интернет. Чтобы работать в программе, нужно пройти несложную регистрацию, и после этого созданные проекты в этой программе можно сохранять и в любое время к ним возвращаться, что-то дополнять, переделывать. Это очень удобно. Вот, собственно, я бы хотела вам продемонстрировать свой проект. Сейчас я постараюсь включить демонстрацию экрана. И так, видно ли? Видно ли? Пока еще нет. Вы включили демонстрацию экрана? Там внизу кнопочка есть? Да, я ее... Пока мы видим только вас. Так, возможно, просто из-за не очень хорошей связи почему-то не отображается, хотя вот у меня, собственно, уже все открыто. Все равно видно меня, да? Да, только вас и нет. Так, сейчас, одну минуточку, я попробую еще раз. Внизу кнопочка, да, демонстрация экрана? Вот так что-то начало. Вот теперь мы видим, пока вас, включайте презентацию. Так. Вот, теперь мы видим, да, картинку. Да, собственно, вот это план сверху моего проекта. Все видно хорошо, да? Все хорошо видно. Все отлично. В этой программе есть возможность переключать с плана сверху на план, точнее, видимость проекта изнутри. Вот, собственно, сейчас я переключила. Видно, что мы внутри находимся в помещении? Нет, пока ничего не изменилось на картинке. Так, тогда... вот теперь видно, да. Вот, отлично. Интересно очень. Сейчас я
вкратце постараюсь рассказать, что же, собственно, тут в моем проекте есть. Ну, собственно, вот это сам проход в группу. Рядом находится дверь в мойку. С этой стороны мы видим, здесь расположена магнитно-маркерная доска, на которой дети могут рисовать, а также размещать свои рисунки, аппликации, например, при помощи магнитов. Здесь у нас находится полка для настольных игр и библиотеки. Под полкой располагаются стулья. Стулья складываются друг на друга, что позволяет нам сэкономить пространство. И, например, если в них нет необходимости на данный момент, их можно сложить, но в целях безопасности они сложены по 4 штуки, вот, чтобы детям также удобно было их брать. Далее постараюсь поподробнее объяснить. Идея у нас возникла такая. Значит, здесь находятся вот такие как бы доски с отсеками для хранения внизу. Мы предполагаем, что эта доска должна быть перфорирована, то есть выглядеть она должна примерно вот таким образом. Сейчас я попытаюсь фотографию загрузить. Подскажите, видно ли фотографию? Да, видно. Вот здесь видим, что расположены полки. Они крепятся на колышках вот таких, которые, в принципе, можно в любое место прикрепить. Но мы предлагаем сделать это не при помощи колышков, а при помощи болтов деревянных с резьбой. Таким образом, ребенок сможет самостоятельно закручивать этот болт, а шляпка болта, она будет фиксировать полку, то есть не даст ей упасть. Вот. При помощи таких досок дети смогут располагать полки в нужном месте. Значит, для чего это нужно? Я, скажем так, предполагаю применение для сюжетно-ролевых игр. То есть в нижних ящиках для хранения хранятся предметы, которые необходимы для различных сюжетно-ролевых игр, например, там, для игры в больницу, в магазин, для строительных каких-то инструментов и так далее. Дети могут использовать их. Во-первых, они могут располагать самостоятельно полки, как я уже сказала, а сами полки могут быть тоже с добавлением каких-то игровых элементов. Например, если ребенок хочет поиграть в кухню, то может быть наличие доски с изображением плиты, да? Ну или, грубо говоря, просто 2 кружочка, это вот у нас плита. Отсюда можно достать необходимые тоже элементы для игры, то есть посуду игрушечную, там игрушечные продукты какие-то. Вот таким вот образом ребенок сам моделирует пространство для сюжетно-ролевой игры. Здесь у нас находится также ширма, которую дети смогут самостоятельно передвигать, и таким образом она может разграничить, например, пространство между различными играми. Также здесь на ширме мы видим перфорацию. Она может послужить для того, чтобы подвесить какие-то дополнительные карманы, в которых также могут содержаться игровые элементы для различных игр. Так, разворачиваемся сюда. Так, видно изображение другого угла, где находится ковер? Да, хорошо видно. Все, отлично. Здесь предполагается у меня зона для активных игр. Так, сейчас я немножко разверну, подальше отойду, чтобы было лучше видно. Вот тут у нас находится открытый стеллаж. Стеллаж сделан открытым для того, чтобы свет от окна мог проникать в эту зону, помимо искусственного освещения. Я предполагаю, что на нижних полках могут содержаться какие-то снаряды для занятий физической культурой. Далее здесь может также располагаться крупный строитель. Сверху могут, например, музыкальные инструменты располагаться. Небольшой стеллаж, который находится сбоку, может быть использован для занятий, для развития речи. То есть здесь могут, например, храниться какие-то небольшие массажные мячики, приспособления для упражнений на развитие правильного дыхания, а также, например, карточки с изображениями. Сейчас, одну минуточку. Карточки с изображениями упражнений для языка и какие-нибудь небольшие небьющиеся зеркала, то есть чтобы дети могли самостоятельно этим воспользоваться. Здесь мы видим, на стене находится экран для проектора. Вот, собственно, дети могут располагаться на ковре и просматривать различные презентации, диафильмы и так далее. Дальше я разворачиваю вид.
Так, теперь должна быть видна зона для отдыха и комфорта. Здесь находится мягкое кресло, состоящее из отдельных пуфов. Собственно, их можно как по отдельности использовать, также и составить вместе. Это что-то вроде такого мягкого гнезда, то есть что-то наподобие. Вот я сейчас открою фотографию. Вот такого плана, например, может быть. То есть в нем находятся различные мягкие кресла-груши. Видно фотографию? Да, хорошо видно. Да, хорошо. Здесь находится круглый стеллаж для хранения мягких игрушек, а также можно ставить сюда, например, небольшие фотоальбомы с личными семейными фотографиями детей. То есть они могут расположиться в этом уютном уголке и посмотреть, например, свои фотографии. Здесь крепление с прищепками, на которых можно размещать фотографии детей в группе, при различных занятиях, например, интересных, на прогулке и так далее. Под окном располагается вот в этой зоне небольшая полка для книг. То есть также здесь можно, например, взять книгу, посидеть, почитать, полистать. Или если дети здесь собрались, допустим, в небольшой компании, ну и даже для одного человека, сам воспитатель может почитать книгу, да, вот в данном уголке. Так, сейчас я немножечко подальше отойду. И мы видим также, вот здесь расположен открытый круглый стеллаж. Я предполагаю использовать его для хранения напольных круглых подушек. Вот, они могут быть нам полезны для чего? Например, чтобы утром дети собирались в кругу, дети могут подойти самостоятельно, взять эти подушки, например, расположить на ковре. Вот, мы таким образом садимся в круг утром. Также можно их класть на пол и при просмотре презентации диафильмов на ковер, и можно использовать их в игровых целях. Вот. Далее разворачиваемся и видим, следует небольшой открытый стеллаж. Здесь я предполагаю хранение материалов для развития мелкой моторики. Рядом с ним располагается комод с удобными выдвижными ящиками, в которых также могут быть материалы для развития мелкой моторики и для занятий математикой. Между окнами находится доска, на которой можно размещать работы детей. Далее, так, сейчас, секундочку, чуть-чуть подальше отойду. Далее мы видим, под окном располагается длинный стол. Вот, собственно, стол этот может использоваться как раз-таки для занятий математикой, для развития мелкой моторики. Здесь стеллаж предположен для природных материалов и материалов для проведения различных опытов, которые дети могут брать с этого стеллажа. И, собственно, здесь на столе как раз все это располагать удобно и этим пользоваться. Также этот стол я предполагаю для занятий изодеятельностью. Интересный момент по хранению материалов для изодеятельности. Это вот такие вот, сейчас поближе подойду, чтобы было лучше видно, ножки, у которых, собственно, есть две функции. Одна функция – это дополнительная поддержка стола, поскольку стол длинный, и нужно, чтобы он хорошо был достаточно устойчивым. А вторая функция – на этих ножках я предполагаю крепление неких органайзеров, в которых могут храниться как раз-таки материалы для изодеятельности. Кисточки, краски, пластилин, стеки, доски для лепки и бумага могут располагаться в выдвижных ящиках под столом. Вот, собственно, здесь вот вход в ванную комнату располагается, и дети могут, он расположен в непосредственной близости от стола, чтобы дети могли, например, набрать воды, если они хотят порисовать красками. И с этой стороны мы видим, у нас расположены, сейчас подальше отойду немного, столы и скамьи. Они в данном случае убраны друг под друга, они различной высоты, потому что дети разного роста бывают в группе, и они вот так вот удобно друг под дружку убираются. Вот, собственно, вот такой вот сам проект. Хотелось бы добавить еще несколько слов по работе самой программы непосредственно. Она имеет интуитивный интерфейс,
И, собственно, уверенный пользователь ПК может с легкостью ей воспользоваться. У меня не заняло много времени для того, чтобы создать этот проект. То есть все тут достаточно понятно, доступно, освоить эту программу достаточно легко. Здесь вот я сейчас попытаюсь продемонстрировать. Есть выбор, например, различных отделочных материалов. Видно окно, отображается? Да, видно. Вот, отлично. Здесь можно выбрать различные материалы для пола, также обои, краску для стен, там очень много цветов различных, все это можно здесь выбирать. Далее в этой программе есть вот такой вот каталог, где находятся, собственно, предметы, мебель, текстиль, какие-то интерьерные украшения. И мы можем выбирать здесь различные предметы, собственно, то, что нам подходит, да, для создания проекта. Но, к сожалению, в этой программе нет возможности создать самостоятельно какой-то предмет мебели, например. Но, в принципе, при наличии описания можно как бы вот обойтись тем, что есть здесь, в этой программе. Также здесь можно выбирать различные строительные элементы, такие как окна, двери, вот и все необходимое тоже здесь есть. По работе непосредственно с самими объектами тоже, в принципе, все достаточно понятно. Когда мы выбираем объект, вот, например, ширму я выбрала сейчас, здесь появляется окно, в котором указываются параметры предмета, то есть мы можем указать необходимые для нас параметры, ширина, длина и высота. Таким образом, размер предмета мы регулируем. Положение предмета в комнате мы можем регулировать также при помощи мышки, то есть двигать его в различные места. Также мы можем с помощью специальных стрелочек поворачивать этот предмет так, как нам необходимо. Вот. И, собственно, так, поворачивать, это я все сказала. Чтобы рассмотреть проект с какой-то нужной точки, вот у нас есть здесь план, на котором такой человечек нарисованный. Мы ставим в нужную точку его, разворачиваем при помощи мышки и, собственно, можем посмотреть с любого ракурса, посмотреть нашу комнату, наш проект, нашу группу изнутри. Вот таким вот образом. В принципе, ничего сложного здесь нет, все достаточно просто. Вы смогли сами в этом убедиться. Мне было очень интересно работать над этим проектом. В процессе работы появляется вообще очень много новых идей. И если, например, вы и ваши коллеги зарегистрируетесь на этом сайте, то вы также можете создавать свои проекты, обсуждать их совместно. При доступе к одному аккаунту можно совместно работать над одним проектом, это тоже очень удобно. Вот. Собственно, я бы хотела, если есть возможность, я могу предоставить ссылки на конкретно мой проект и на сайт, которым я пользовалась. Вот. Можно ли это сделать? Да, в каком формате, так, как бы нам это лучше сделать? Если у вас есть, может быть, персональный сайт, вы нам его сейчас назовете или как удобно? Персональный сайт, к сожалению, у меня нет, но если я пришлю в скайпе, ими можно будет воспользоваться или нет? Если запишут коллеги, конечно. Да, запишут, поэтому да, давайте в скайпе. Ага. Да, хорошо, тогда сейчас. В текстовом сообщении мы всем коллегам сразу и продемонстрируем. Да, спасибо, Елена Павловна. Все, спасибо большое за внимание. Да. Если есть какие-то вопросы, я бы с удовольствием на них ответила. Да, пожалуйста, коллеги, вопросы есть? Вопросов нет, но хочется сказать, да, что сегодня огромное количество таких компетенций требуется от каждого педагога, о которых 10 лет назад еще даже никто не подозревал. Да? И так приятно видеть, как с энтузиазмом и на хорошем профессиональном педагогическом уровне вы справляетесь с этими компетенциями. Большое спасибо. Спасибо большое. Ссылки я сейчас пришлю. Спасибо. Да, хорошо. Большое спасибо. Всего Так, доброго. докладчик Ирина Андреевна у нас не появилась, да? Да? Холодного Ирина Андреевна. Так, ну, очень жаль, конечно, Ирина Андреевна, что вы нам не рассказали о вашем опыте. Вот, но, тем не менее, будем надеяться, что будет предоставлена и другая возможность для этого.
Собственно, мы на этом завершаем работу нашей онлайн-ярмарки. Еще раз хотим всех поздравить с наступающим Днем Учителя, с нашим профессиональным праздником. Желаем вам, уважаемые коллеги, творческого долголетия, да, чтобы вот желание творить оно у вас не иссякало, даже с течением многих-многих лет вашей профессиональной деятельности. Поскольку, как мы слышали в приветственном слове от Михаила Юрьевича Иванова, да, что учитель сегодня, он должен оставаться в профессии. И именно на это работают различные органы, структуры, институты, в том числе и наш. Ну и, конечно же, профсоюз работников образования. Большое спасибо, уважаемые коллеги, еще раз всем, кто смог принять участие в конкурсе «Первые шаги», всем, кто смог принять участие в нашем сегодняшнем онлайн-мероприятии. Благодарим вас и хотим сказать, что вам электронные сертификаты за участие уже были направлены вчера всем на почту, поэтому при возможности проверьте вашу почту, вы должны эти сертификаты были уже получить. Возможно, что еще не все там по рассылке, да, ну, значит, сегодня, завтра вы эти сертификаты получите. Если будет что-то пойдет не так, обязательно звоните или пишите нам, мы будем уже выяснять эту ситуацию. Большое спасибо еще раз всем выступающим, спасибо нашим слушателям. Всего доброго. Спасибо.